Рабочий визит в Верхояне. Юрий Трутнев и Айсен Николаев встретились с пострадавшими от паводка жителями. Готовность 50%. Расскажем о работе амбулатории в Тулагино-Кильдямском наслеге. Комфортное проживание и улучшение инфраструктуры. Наши коллеги из Ленска расскажут о жизни в микрорайоне Рабочий. Новый трудовой опыт. Студенческий строительный отряд Нерюнгри участвует в ремонтных работах при колледже. Поездка по городам России не только. Наши коллеги расскажут о международном автопробеге. Юрий Трутнев и Айсен Николаев встретились с пострадавшими от паводка жителями Верхоянского района. Трутнев обратил внимание на необходимость оперативного оказания помощи пострадавшим в полном объеме. Айсен Николаев отметил, что работы по подсчету ущерба необходимо ускорить. Помощь будет оказана всем пострадавшим от паводка жителям. Ранее глава республики сообщал, что подготовка объектов к отопительному сезону должна быть обеспечена в срок до 1 сентября. В том числе восстановлены тепловые сети. Особое внимание будет уделено просушки угля, завезенного в рамках северного завоза, и доставки дезинфицирующих средств в каждый населенный пункт, пострадавший от паводка. Сегодня с рабочим визитом Чурапчинский район посетил председатель правительства Андрей Тарасенко. В начале дня он провел совещание по организации юбилейных мероприятий, посвященных 95-летию со дня рождения заслуженного тренера Дмитрия Коркина, после чего ознакомился с неотложными проблемными вопросами района. В актовом зале Чурапчинской администрации председатель правительства провел расширенное совещание с участием глав Чурапчинского и Татинского районов, наслегов, специалистов сельского хозяйства и фермерских хозяйств. Из ряда вопросов, которые были озвучены во время совещания, самым актуальным остается субсидирование перевозки сена на предстоящий зимник. Поэтому задача одна из главных у нас – навести порядок внутри территории, навести какой, чтобы у нас все поля использовались эффективно, чтобы мы внутри себя строили зернохранилище, использовали зерно свое, семенную все, то, что мы выращиваем у себя внутри. Ну и создать ту кормовую базу, которая сегодня позволит наращивать производство молока. Жители Мегино-Кангаласского района обвиняют в хищении социальных выплат и мошенничестве. Мужчина предоставил в администрацию Мегино-Кангаласского района фиктивные документы для получения субсидий на строительство или приобретение жилья. Он заключил договор с дирекцией строительства Минсельхоза Республики. Из регионального бюджета ему выделили субсидию в размере более 708 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 46 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Якутии за минувшие сутки. В Якутске 18 заболевших, в Мирнинском районе 4. В Вилюйском, Татинском и Хангаласском районах по 3 случая. Еще в 12 районах от 1 до 2 случаев. За сутки госпитализировано 8 человек. В пригородном Тулагино-Кильдямском наслеге продолжается строительство новой врачебной амбулатории. Сейчас ее готовность составляет 50%. Все работы подрядчики планируют завершить раньше срока. Отметим, что строительство проходит в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Якутии». Подробнее о том, как сегодня работает амбулатория и на какой стадии находится строительство объекта, смотрите в материале Светланы Амосовой. Около 50 лет назад была открыта врачебная амбулатория в поселке Тулагино. Ежедневно больница осматривает десятки жителей близлежащих поселков. Вот как придешь сюда, как своим. Посмотрят обязательно, обследуют, назначение сделают, куда-то направят. Вообще молодцы, коллектив очень хороший. Лилия Илларионова находится на дневном стационарном лечении. По ее словам, амбулатория уже не в состоянии принимать пациентов со всего наслега, ведь там проживает более 5000 человек. Здание очень старое. А на сегодняшний день, шагая в ногу со временем, хотелось бы более, конечно, чтобы более современные условия были, да, бытовые, вот эти вот туалеты, вот это вот все, да, чтобы было на хорошем уровне. В медицинском пункте работает свыше 30 сотрудников среднего и младшего персонала. Больница, она сама полностью укомплектована. У нас есть и выезд узких специалистов, да, невролог, это УЗИ. Раз в месяц у нас приезжают специалисты. Также мы проводим сами свои
ярмарки какие-то по здоровью. В последние годы больница не закрывалась только благодаря совместным усилиям всего коллектива. Медики постоянно ремонтировали осыпающуюся штукатурку, красили и поддерживали всеми силами. Действующая врачебная амбулатория была построена еще в середине 70-х годов прошлого столетия. За полвека деревянное здание устарело как морально, так и физически. Но уже в этом году жители Тулагина-Кильдямского наслега смогут получать медицинскую помощь в стенах новой амбулатории. Общественники на протяжении 12 лет добивались строительства нового здания. На сегодняшний день полностью возведен каркас. Стены покрыты сэндвич-панелями, а также установлены окна. Объект является энергоэффективным. За счет этого будут меньше затраты на содержание. Строительство началось в начале мая. Завершение планируется в конце августа, в начале сентября. В конце этого месяца начнется монтаж систем отопления и энергоснабжения. Объект строится на территории радиостанции. Местные жители уверены, что в новой модульной современной амбулатории работа услаженного и опытного коллектива пойдет еще лучше. Светлана Амосова, Павел Пахомов, Тулагина-Кильдямский наслег. Светлинская гидроэлектростанция готовится к зиме. На предприятии ремонтируют гидроагрегаты, устройства, которые вырабатывают электричество. Почему это можно делать только летом, узнавали наши коллеги. На Светлинской ГЭС лето в буквальном смысле жаркая пора. Каждый сезон работники приступают к ремонту. Устраняют дефекты, появившиеся за год эксплуатации, чтобы гидроагрегаты не подвели в холодное время. Если ремонт не делать своевременно и не делать его в должном объеме, то, разумеется, вы можете получить сверхприбыль за счет того, что простоя у вас не будет. Но в итоге, когда-нибудь, в самый неподходящий момент, в лютый мороз, у вас агрегат выйдет из строя, перестанет вырабатывать электроэнергию. На предприятии электричество вырабатывают 3 гидроагрегата. Это устройства, состоящие из электрического генератора и гидротурбины. Последняя за счет падающей воды вращается и приводит в движение генератор, который вырабатывает электричество. Сегодня это около 100 мегаватт в час. Достаточный объем для нужд западного энергорайона. Это Мирнинский, Ленский и Алекминский улусы. Ремонт агрегатов Светлинской гидроэлектростанции проводится летом, когда потребление электроэнергии становится меньше. До конца сентября все 3 агрегата сотрудники ГЭС должны подготовить к зиме. Ремонт одного гидроагрегата в ГЭС идет месяц. Ремонт первого агрегата идет в плановом порядке, согласно графику проведения текущего ремонта. Замена узлов деталей особо там не требуется. Мы проводим ревизию и восстановление дефектных узлов. Работа производится своими силами. Светлинская ГЭС – главный источник электроэнергии группы компании «Алроса». От стабильной работы предприятия зависит вся алмазодобывающая промышленность. Анна Винокурова, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». Микрорайон Рабочий, возведенный в городе Ленск по программе переселения из аварийного и ветхого жилья, растет и развивается. Здесь работает детский сад на 315 мест. Растет и количество многоэтажек. Начинается строительство школы на 990 мест. Для комфортного проживания здесь для людей улучшается и инфраструктура района. Строительство дороги в микрорайоне Рабочий планируется завершить уже к концу августа текущего года. Напомним, что возведение объекта протяженностью в 600 метров стало возможным благодаря республиканской программе развития транспортной инфраструктуры. Работа здесь на месте кипит ежедневно, а строительством дороги занимается подрядная организация «Арарат». Дорога появится в микрорайоне Рабочий города Ленска по улице Нюйская. В рамках благоустройства территории уложат тротуары и установят освещение. Сегодня строители закончили отсыпку дорожного полотна на стадии асфальтирования. Уже подготовлен под асфальт, значит, ставим уже ограждения на тротуарах. Все материалы у нас в наличии есть. Все бетонные изделия мы производим сами. И асфальт будем производить сами. Материалы закуплены, битум здесь. Сейчас вопрос времени, недели-две все уже будет готово. Также в микрорайоне обустроят автомобильные стоянки возле домов. Дорожное полотно и пешеходные дорожки будут уложены с учетом обустройства новых инженерных коммуникаций. Также будет выполнено благоустройство и озеленение всей территории.
На строительство дороги из республиканского бюджета выделено 54 миллиона рублей, еще 18 из районного. Завершить все работы планируется к концу августа. Сегодня в микрорайоне появились детские игровые площадки. В одном из домов работает самое востребованное кафе города. Ближайшая остановка находится в 2 минутах ходьбы от жилых домов микрорайона. Также в шаговой доступности детский сад, магазины. Скоро появится новая школа на 990 мест. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Тем временем в Алдане сдан в эксплуатацию новый пятиэтажный дом в 47 квартир. Въехали новоселы, получив ключи и подарки от застройщика. В атмосферу погрузился Руслан Павлов. Хмурая и дождливая погода никак не отражалась на лицах и душевном состоянии новоселов, которые пришли за ключами от новых квартир. Все были довольны и счастливы новому качеству жизни. Очередной многоквартирный дом по программе переселения из аварийного жилья ввели в строй в микрорайоне Солнечный города Алдана. Уже 5-й дом в этом году и 15 еще домов мы постараемся совместно общими усилиями к 1 октября предоставить для постоянного проживания. Я желаю вам радости и здоровья в ваших новых квартирах. Берегите этот дом, берегите себя. С праздником вас! С новосельем! Застройщиком объекта выступила акционерная компания «Железные дороги Якутии». Как пояснил генеральный директор компании Василий Шимохин, новые квартиры в основном заселят железнодорожные строители, которые приехали в Алдан еще в середине 80-х годов прошлого столетия строить Амуро-Якутскую железную дорогу и остались жить здесь во временном рабочем поселке. Конечно, мы не попали в ту программу, в которую прошла Тында, и Тында переселилась лет 5. И вот пришлось долго ждать нам в 2 поселках, в Солнечном и Синегории, когда нам, наконец, обамовским строителям мы получим эти квартиры. И уже так получилось, что дети получают наши строители, которые в 85-86 году приехали сюда строить и прожили в этих бараках, в этих домах столько лет. Мэр города Александр Бугай напутствовал новоселов словами бережливого отношения к новому дому и прилегающим территориям. Его поддержали лидеры нового домкома, пообещав исправно вносить коммунальные платежи. Вот как оно есть здесь, так оно должно быть всегда. Должен быть порядок. Это самое главное. Коммунальные платежи? Коммунальные платежи – это само собой. Новоселы обживут 47 квартир с отделкой и сантехникой. Из них 20 однокомнатных, 26 двухкомнатных и 1 4-комнатная квартира. Первые впечатления от нового места проживания позитивные. Квартира светлая, солнышко с этой стороны будет как раз. Да, кухня, пойдемте посмотрим. Двери, все хорошо здесь. Отделка вот такая хорошая, прям под нас. Все, что там захотели, побелили, потом, если надо, бытовое поклеим. Когда нам нужно будет. Так, у нас снова света нет? Есть свет, горит? Да. Ванна. Ванна, моечка, туалет. Все прекрасно, кафель здесь хороший сделан в квартире. В целом, в Алданском районе в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, предусмотрено расселить 181 тысячу квадратных метров аварийного жилья. А это 536 многоквартирных домов. Руслан Павлов, Алдан. А в Якутске состоялась пресс-конференция о ходе приемной кампании в учебные заведения среднего профессионального звена. Во время мероприятия было обсуждено взаимодействие с работодателями, трудоустройство студентов и деятельность созданных и строящихся мастерских в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». Подробности в следующем сюжете. Вот уже месяц в республике продолжается приемная кампания. Принято около 9 тысяч заявлений в учреждения среднего профессионального образования Якутии. В этом году по программам СПО за счет республики было выделено 6422 бюджетных места. Начинают формироваться конкурсные списки. Абитуриенты подают документы как на базе 9 класса, так и на базе 11, выбирая специальности по душе. В целом, вот если говорить о перечне специальностей, которые сейчас наиболее востребованы, то это прежде всего лечебное дело, сестринское дело, финансы, экономика и бухгалтерский учет, это повар, это кондитер, это графический дизайнер. Это если говорить по конкурсной ситуации. При этом, например, в Якутском финансово-экономическом колледже уже 7 человек на одно место.
Ну и Якутский медицинский колледж – одни из лидеров. Первокурсники республики будут учиться в новых мастерских. В рамках национального проекта образования в Якутии, начиная с 2020 года, открыты 43 мастерские в 9 профессиональных образовательных организациях республики. Осенью будут созданы еще 12 современных площадок для обучения студентов. В общем числе к 2024 году должны быть открыты 85 мастерских. Кроме самого оборудования, которое появилось в разных уголках нашей республики, колледжах и техникумах, конечно, меняются и преподаватели, потому что это повышение квалификации, мастера производственного обучения. В этом году открыты целый ряд специальностей, связанных с электроэнергетикой. Это в том числе связанных с релейными системами, с выстраиванием защиты электроэнергетических систем. Это вопросы, касающиеся транспортировки воды, топлива, смазочных материалов и целый ряд других. В новых условиях желает обучиться и Юлиана Прокопьева, выпускница Ингынской средней общеобразовательной школы. Она подала документы электронно в несколько учреждений среднего профессионального образования, но стремится поступить на бюджет финансово-экономический колледж имени Фадеева. Я хочу подать на коммерцию, чтобы в будущем работать с товарами. На этом мероприятии я хочу спросить у представителя финансово-экономического колледжа имени Фадеева, какой шанс у меня поступить туда. И какой-то, может, конкурс будет. В этом году республиканский штаб «Абитуриент-2022» расположен на базе Якутского колледжа связи и энергетики по адресу улицы Петра Алексеева, 25. Здесь будущим студентам могут помочь с подачей документов. Прием заявлений на поступление в СПО продолжается до 15 августа. Галатея Игнатьева, Александр Жуков, Якутск. Студенческий строительный отряд участвует в проведении капитального ремонта школы-интерната и в ремонтных работах при колледже. Летняя трудовая занятость учащихся – хорошая возможность заработать и получить новый трудовой опыт. В этом году подработать проявили желание более 30 студентов. Подробности в следующем материале. Владимир Юдинцев в стройотряде уже второй год. Заработанные деньги студент тратит на разработку новых изобретений, которые тоже приносят доход. Я участвовал в конкурсах, а потом меня пригласили где-то помочь, где-то что-то сделать. И потом начали деньги платить за это. Я начал работать тут. Устроиться в стройотряд может любой желающий. Несовершеннолетние работают 4 часа в день. Тем, кому уже есть 18 лет, полный рабочий день. На данный момент у нас работает порядка 10 мальчиков и 6 девочек. Выполняют работы по колледжу, бетонные работы, где-то подкрасить, подштукатурить. То бишь все такие работы несложные, но зато они у нас заняты практически все лето, июль-август. Традиционно это уже мы работаем где-то 7 лет. Оформление на работу официальное. Первая запись в трудовую книжку, оплата труда, согласованный график работы. Девушки занимаются уборкой помещений, красят батареи, моют окна. Юноши выполняют подсобные строительные работы. Студенты с большим желанием. В этом году у нас порядка 30 человек в разных учреждениях работает. Это неточное количество, потому что есть еще те ребята, которые устраиваются самостоятельно. Но вообще каждый из студентов с большим удовольствием старается устроиться на работу и получать свои собственные деньги. Многие студенты работают в стройотряде не первый год. Для молодых специалистов это большой трудовой опыт и возможность освоить новые практические навыки, которые пригодятся им в будущей жизни. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Дети из пострадавшего от паводка Верхоянского района готовятся к официальному открытию лагерной смены. 140 детей расположились в лагере республиканской спецшколы-интерната. Дети заезжали постепенно с 15 по 17 июля. У всех были взяты экспресс-тесты на ковид для недопущения распространения вируса в лагере. Ребята получают полноценное сбалансированное пятиразовое питание, живут в комфортных условиях. Также для них проводятся игры, викторины, спортивные состязания и планируются выезды на экскурсии по достопримечательностям Якутска. После открытия у нас планируются выезды в бассейн Чолбон. Экскурсии по городу также мы планируем по возрастам. И хотелось бы выехать в зоопарк. Планы есть. И потихонечку, по шажочкам мы все делаем. Еще планируется у нас работа с психологами. К нам будут подходить психологи с республиканского центра. И они будут уже индивидуально работать и с группами работать с детьми.
Автолюбители объединения корейских бизнес-клубов прибыли в Якутск. Группа совершает международный автопробег по маршруту Ташкент, Магадан, Мурманск, Ташкент. Тему продолжит Саргалана Неустроева. Посещение Якутии для группы автомобилистов стало своего рода экспериментом. По словам руководителя пробега Василия Квака, если получилось доехать до Якутска, то получится и до Магадана, конечной цели проекта. Нам захотелось посетить всего две локации, точки. Это самую северо-западную точку, это Мурманск, и северо-восточную, Магадан. Поэтому исходя из этой цели, проходит этот автопробег. К столице республики автолюбители уже преодолели 15 тысяч километров. Это и есть самая большая сложность в дороге – большие расстояния. Однако действует группа сообща, вместе преодолевая преграды и трудности жизни в пути. При этом найти друзей участники автопробега могут практически в каждом городе. Проезжая через Казахстан, Киргизию, Россию, мы встречаемся, и нас поддерживают предприниматели, бизнесмены, наши друзья, соотечественники. Здесь мы уже тоже нашли такие взаимодействия. Вот в Индии мы останавливались, там уже тоже есть наши соотечественники, бизнесмены, познакомились. Сами участники автопробега – представители объединения корейских бизнес-клубов из России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и самой Республики Корея. К примеру, участник автопробега Ли Бом Чхоль прибыл в Россию из корейского города-побратима Якутска Чханвона. Я приехал из города Чханвона, города-побратима Якутска. Очень рад встрече на якутской земле. Желаю процветания Якутску. Между тем, в столице республики участники автопробега пробудут недолго. Группа планирует побывать в знаменитом Аймиконе и увидеть полюс холода своими глазами. После автолюбители направятся в конечную точку своего пробега – Магадан. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Сегодня, 20 июля, отмечают международный праздник, посвященный шахматам. В Якутии эта настольная логическая игра имеет широкий охват. Среди детей и взрослых много разрядников и мастеров спорта. Шахматисты регулярно отправляются на выездные соревнования и привозят победы. На следующей неделе сборная республики по шахматам полетит на Сахалин принимать участие в 3 крупных турнирах. Также, по словам старшего тренера Якутии по шахматам, есть планы и на проведение больших мероприятий. Большое мероприятие мы запланировали на сентябрь. Это шахматный конгресс. Он уже будет 3-й по очередности, но последний, 2-й, он был достаточно давно, больше 10 лет назад. Поэтому мы на этот конгресс возлагаем большие надежды. И в рамках конгресса хотим принять несколько решений по старту Дальневосточной гроссмейстерской школы. К этому часу это вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.